بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня мы, иншаллах, начинаем наш курс по тасхиху, исправление чтения, исправление и улучшение чтения Корана, исправление ошибок и улучшение чтения Корана. И, конечно же, первым, с чего мы начнем, это будет сура Фатиха. Так как Аллах Субхану ва Тааля сам начал свою книгу с этой суры. Суратуль Фатиха, то есть суратуль Фатиха, это открывающая сура, открывающая книгу, и она первая сура в Коране. И относительно нее Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал в одном из смысле аятов, это сура Хиджр, 87 аят, 15 сура, 87 аят. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Воистину мы даровали тебе 7 часто повторяемых аятов и великий Коран. Относительно суры Фатиха. То есть некоторые сказали, что под 7 часто повторяющимися здесь подразумевается 7 первых сур Корана. 7 первых сур Корана. А некоторые ученые, муфассиры, из числа сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказали, что это сура Фатиха. Например, что 7 повторяемых, это сура Фатиха, открывающая, которая состоит из 7 аятов. Это мнение передают от Али, Умара ибн аль-Хаттаба, ибн Мас'уда и ибн Аббаса. Ибн Аббас по этому поводу сказал: «Басмаля» — это 7 аят, «Бисмилляхи рахмани рахим». И Аллах выделил вас, мусульман, этой суры, сказал Ибн Аббас. Это также мнение Ибрахима ан-Нахаи, Абдуллах ибн Умейра ибн Убайда, ибн Абу Мулейка, Шахр бин Хаушаба и Аль-Хасан аль-Басри, Муджахида. Аль-Бухари, да смилуется над ним Аллах, приводит 2 хадиса на эту тему. У Бухари приводится 2 хадиса на эту тему, что сура Фатиха, она именно, вот мы далее приведем эти хадисы от имама Бухари относительно суры Фатиха. И в этом аяте, в 17-м, то есть в 15-й суре, в 87-м аяте, то, что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Воистину мы даровали тебе 7 часто повторяемых сур, или же аятов, великий Коран». И великий Коран. То есть, смотрите, Аллах Субхану ва Тааля здесь называет сперва 7 часто повторяемых и потом Коран. То есть из Корана Аллах Субхану ва Тааля выделил суру Аль-Фатиха, открывающую суру Аль-Фатиха Аллах выделил. И у суры Фатиха у нее очень много достоинств, очень великая ценность этой суры. Например, из тех хадисов, которые приводит имам Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля, это хадис Абу Саида Аль-Муалля, рассказывая, как-то мимо меня проходил посланник Аллаха, говорит Абу Саид Аль-Муалля, да благословит его Аллах, да приветствует, в то время, как я молился. Он позвал меня, но я не подошел, пока не завершил молитву. После чего он сказал мне: «Ма манаака ан та'тияни», что помешало тебе подойти ко мне, когда я тебя позвал? Я ответил: я молился. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Алям якулиллаху», разве Аллах Субхану ва Тааля не сказал: «Я айюха аллазина аману стаджибу лиллахи ва лиррасули ида даакум», вот те, которые уверовали, отвечайте Аллаху и посланнику, когда он призывает вас. После чего сказал Абу Саиду Аль-Муалля: «Аля уаллимука а'зама суратин фил Кур'ани кабла ан ахруджа мин аль-масджиди».
Не научить ли мне тебя самой великой суре в Коране до того, как выйду из этой мечети? Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пошел на выход из мечети, говорит Абу Саид аль-Муалля, и я напомнил ему о его обещании, что он научит меня самой великой суре из Корана. И тогда он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Альхамду лилляхи раббил аламин». Это Фатиха, яни «Альхамду лилляхи раббил аламин». И он добавил: «Хия саб'уль маthani валь Кур'ан аллади утиту». Это 7 повторяемых и Коран, который мне дан. То есть этот хадис указывает на то, что под смыслом этого аята «Валакад атайнака саб'ан миналь маthani». Мы даровали тебе 7 часто повторяемых валь Кур'ан аль-Азим и великий Коран. Этот хадис тоже повторяет тот же самый смысл, подтверждает тот же самый смысл, что под 7 часто повторяющимися подразумевается сура Аль-Фатиха. И второй хадис приводит имам Бухари, то есть Абу Хурайра, ради Аллаху анху, от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Уммуль Кур'ани хия саб'уль маthani валь Кур'ану аль-Азим». Матерь Корана, матерью Корана является 7 повторяемых и великий Коран. Тоже хадис Аль-Бухари. То есть сура Аль-Фатиха это 7 повторяемых и великий Коран. Но это не противоречит тому, что 7 повторяемых это 7 самых длинных сур, так как они тоже подходят под описание, под это описание, как в принципе и весь Коран. Аллах Субхану ва Тааля сказал: Аллаху наззаля ахсан аль-хадифи китаба муташабихан маthani. Аллах ниспослал наилучшее повествование, писание, аяты, которые схожи и повторяются. Схожи и повторяются. То есть, относительно суры Фатиха мы можем утверждать, ссылаясь на хадис пророка, что под смыслом этого аята «Валакад атайнака саб'ан миналь маthani валь Кур'ан аль-Азим» мы тебе даровали часто 7 повторяющихся и великий Коран. Под этим смыслом подразумевается 7 часто повторяемых аятов, это сура Аль-Фатиха. В суре Аль-Фатиха, как мы видим, как она вот перед нами, 7 аятов. Последний аят это 7 аят. И также важно знать, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, далее, смотрите, далее в следующем аяте Аллах Субхану ва Тааля что говорит? لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Никогда не заглядывайся на то, чем мы наделили некоторых из неверующих. Не заглядывайся на то, чем мы наделили некоторых из неверующих. И не печалься о них. واخفض جناحك للمؤمنين. Опусти свое крыло смирения перед верующими. Будь смиренным с верующими. То есть не постирай же свой взор. То есть человеку запрещено желать того, что у его товарища из мирских благ. Иляма маттана бихи азваджам минхум, говорит Аллах, к тому, что мы дали в пользование их. Муджахид сказал, что подразумевается здесь богатство. Нельзя заглядываться на богатство других. Этот аят Аллах Субхану ва Тааля приводит после какого аята? После того, что мы даровали тебе 7 повторяющихся, часто повторяющихся и великий Коран. И это указание на то, братья, баракаллаху фикум, что сура Фатиха и весь благородный, священный Коран, они намного, даже не намного, они ценнее. Мы не будем говорить, приводить какое-то количество, сравнять. Они ценнее всего того, что Аллах Субхану ва Тааля даровал всем своим рабам этого мира. То есть человек, который знает суру Фатиха, бедный, и человек богатый, который имеет все богатство этого мира, но он не знает суру Аль-Фатиха. Валлахи, первый лучше, нежели второй. И относительно этого мы сейчас приведем следующий аят. Это сура Юнус. И из суры Юнус мы зачитаем сейчас 58 аят.
Аллах Субханаху ва Тааля в этом аяте говорит, смотрите, здесь в суре Аль-Хиджр, как мы сказали, в суре Аль-Хиджр Аллах Субханаху ва Тааля говорит, мы тебе даровали 7 часто повторяющихся и великий Коран. И после этого Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Не заглядывайся на то, что мы даровали верующим на временное пользование. Не заглядывайся, не думай, не желай того, что у верующих из жизненного блага. У тебя есть Фатиха, у тебя есть благородный Коран, у тебя есть того, чего нету у них. Поэтому не заглядывайся. Смотри на то, что есть у тебя. И умей, научись же уже, о человек, научись же уже воздавать хвалу Аллаху Субхану ва Тааля за те блага неиссякаемые, неискончаемые, которые Он тебе даровал, прежде чем заглядываться на что-то. И как говорится, благослови Аллаха, благодари Аллаха за то, что Он даровал тебе, прежде чем просить у Него того, что у тебя нету. Ибо Аллах, Субхану ва Тааля, даровал тебе неиссякаемые блага. Неиссякаемые блага. Твое зрение, твой слух, твое здоровье, твои дети и так далее и тому подобное. То есть Аллах, Субхану ва Тааля, как бы указывает пророку и всем верующим, что Фатиха и благородный Коран, они лучше, чем все богатство этого мира. И в 10 суре Юнус, 58 аяте Аллах Субхану ва Тааля что говорит? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ 57 аят Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я أيها الناس, о люди, قد جاءتكم موعظة, пришло к вам назидание мир Раббикум, от вашего Господа, وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, исцеление для того, что в груди, وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, верное руководство и милость для верующих». Аллах Субхану ва Тааля, Ибн Касир, комментируя этот аят, говорит, Всевышний Аллах напоминает своим творениям о том, что Он оказал им великую услугу тем, что Он ниспослал этот великий Коран своему благородному посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. И Он сказал: «Я аюхан насу, кад джа'акум мау'изатун мир раббикум», о люди, пришло к вам увещевание от вашего Господа, то есть удерживающее от мерзких грехов. «Ва шифа'ун лима фис судури», исцеление от того, что у ваших вашей груди, то есть сомнений и предположений, исцелением сомнений и предположений, нечистоты, ширка, многобожие из сердец. Это увещевание Коран убирает. Это увещевание, то есть Коран убирает все вот это. Сомнения, предположения, ширк. Вахудан варахма, прямой путь и милость от Аллаха. Это также милость и руководство от Аллаха для верующих в Него, не усомнившихся в Нем. Как еще об этом сказано в словах Аллаха: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Мы не спосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам это не прибавит ничего, кроме убытка. И также Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Куль, ты скажи, хуа, этот Коран, он является лилладина аману, для тех, которые уверовали, худан ва шифа, руководством и исцелением». Руководством и исцелением. И в следующем, 58-м аяте, Аллах Субхану ва Тааля, что и как говорит, смотрите. Субханаллах. «Куль бифадли Аллахи ва бирахматихи, фабидалика фальяфраху, хуа хайрун мимма яджмаун». Скажи, это благости и милости Аллаха. Это благости, то есть то, что Аллах Субхану ва Тааля ниспослал Коран, который является верным руководством, исцелением того, что находится в груди относительно сомнения, относительно лицемерия, относительно неверия, относительно многобожия, исцеления того, что в груди человека. Печаль, грусть, все Коран исцеляет. Все Он исцеляет. И поэтому Аллах повелевает пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и нам в следующем аяте: «Куль, скажи, бифадлиллахи, это благости, ва бирахматихи, и милости Аллаха». Все это благодать и милость Аллаха.
с неспослания этого Корана. Фабидалика фальяфраху. Пусть этому они возрадуются. Пусть они возрадуются этому Корану. Если бы, о человек, тебе сегодня было даровано все богатство этого мира, тебе одному, подумай, какова бы была твоя радость. А Аллах, субхану ва тааля, что говорит? Фабидалика фальяфраху. Пусть этому они возрадуются. Пусть они возрадуются тому, что они научились чтению Корана, тому, что Аллах субхану ва тааля ниспослал на этот Коран, тому, что Аллах субхану ва тааля предоставил им возможность понимания этого Корана. Пусть они возрадуются тому, что Аллах субхану ва тааля ниспослал этот Коран исцелением от того, что находится в груди человека. Пусть они возрадуются всему, пусть этому возрадуются, они говорят Аллах субхану ва тааля. Далее, смотрите, субханаллах, субханаллах, как же прекрасна речь Аллаха, как же прекрасна речь Аллаха. В завершении этого аята Аллах субхану ва тааля говорит, это лучше того, чего они копят. Это лучше всего того, что они копят. Относительно слов Аллаха субхану ва тааля, «Куль бифадлиллахи ва бирахматихи фабидалика фальяфраху». Скажи, по благости Аллаха и по его милости, этому пусть они радуются. То есть, пусть радуются тому, что пришло им от Аллаха из руководства религии истины. Этому радоваться лучше, чем тому, чем радуются они, то есть неверные. Это лучше того, что они собирают. То есть из останков, сказал Ибн Касир, делая тафсир этого аята, из останков мирских благ и неизбежно тленной красоты. Это лучше всего этого. Как-то, когда у Сулеймана ибн Дауда, алейхима ассалату вассалам, была процессия шествия, вместе с ним в этой процессии участвовали джинны, звери, птицы, вся живность, так как Сулейман был наделен Аллахом субхану ва тааля пониманием языков животного. Было это шествие, был парад. И на этом параде все приветствовали Сулеймана, пророка Сулеймана. И один муравей в этом собрании спал. И Сулейман ибн Дауд, алейхима ассалату вассалам, разбудил этого муравья и сказал ему: почему ты пребываешь в беспечном положении, когда меня все сегодня приветствуют? Зря ты меня разбудил, сказал муравей, ибо поистине я видел прекрасный сон. И какой же сон ты видел, спросил у него Сулейман. Он сказал: я видел во сне, что я являюсь царем. Ну и что, сказал Сулейман, иссякло твое царство тем, что ты проснулся. Это был всего лишь сон. Посмеявшийся муравей сказал Сулейману: мое-то царство прошло путем того, что я проснулся, а твое царство иссякнет путем того, что ты заснешь, что ты умрешь. И один раз, когда Сулейман шел со своим войском, со всем тем, что он был наделен Аллахом, один человек из числа евреев позавидовал Сулейману, сказав: о, если бы мне было даровано то, что даровано сыну Дауда. Услышав это, Сулейман сказал: поистине, слова Субханаллахи ва бихамдихи, слава Аллаху, пречист Аллах и хвала Ему, лучше всего того, что даровано Сулейману ибн Дауду. Ибо поистине все, что принадлежит Сулейману, иссякнет, а слова Субханаллахи ва бихамдихи останутся на чаше его весов. Останутся на чаше. И поэтому Аллах Субхану ва тааля говорит: «Куль бифадлиллахи ва бирахматихи фабидалика фальяфраху». Скажи это по благости Аллаха, по его милости, то, что Он ниспослал нам Коран. Пусть этим же они возрадуются, ибо это поистине лучше того, чего они копят. И сегодня перед нами, баракаллаху фикум, вы, те, которые прошли с нами курс таджвида, и те, которые пришли с нами, которые не были с нами на курсе таджвида, мы сегодня начинаем курс по тасхиху, по исправлению ошибок и улучшению чтения священного Корана. И сегодня перед нами вот эта вот сура. Некоторые из вас, баракаллаху фикум, первый раз сегодня начинают чтение Корана, а некоторые из вас его уже давно читают. И поистине мы сделали вот это вот наставление для того, чтобы мы отдавали себе отчет в том, что находится перед нами. Для того, чтобы мы отдавали себе отчет, в каком большом благе Аллаха мы пребываем. И для того, чтобы мы ценили это благо. И просили Аллаха, субхану ва тааля, чтобы Он не забрал этот Коран у нас, из наших сердец.
и чтобы мы просили Аллаха, чтобы этот Коран, он был нашим желанием, садом нашего сердца, весной нашего сердца, избавление от печали, избавление от грусти нашего сердца. Амин, я Раббаль Аламин. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.